Под бой кремлевских курантов ровно в 10 часов на Красной площади начинается главный военный парад. Все то, чего мы ждали 9 мая, но увидеть тогда не смогли. Знамя Победы, приветствие войск и торжественный марш парадных расчетов. На Красной площади снова разносится эхо топота ног, чеканящих шаг и гула тысячи солдатских голосов, когда по площади, отражаясь от стен Кремля, катится громогласное «Ура!». Под музыку и знаменитая песня Александрова «Священная война», ставшая символом войны, на главную площадь страны вносит Знамя Победы и государственный флаг Российской Федерации. Парад Победы по традиции принимает министр обороны России Сергей Шойгу, который выехал на площадь на автомобиле российского производства кабриолете «Аурус». Товарищ министр обороны Российской Федерации, войска Московского гарнизона для парада во знаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне построены командующий парадом генерал армии Салюков. Дата 24 июня тоже символическая. В 1945-м в этот день по брусчатке главной площади страны прошли воины, сломившие дух и планы нацистской Германии. Сегодня настоящий праздник, к которому каждый россиянин относится с особым трепетом и великим чувством уважения к солдатам 40-х, которые ценой своей жизни отстояли права и свободу Родины. В параде Победы на Красной площади принимают участие более 50 тысяч военнослужащих. Командует парадом главнокомандующий сухопутными войсками Олег Салюков. Парад под государственный флаг Российской и Знамя Победы. Невозможно представить, что стало бы с миром, не встань на защиту Красная Армия, отметил в своем выступлении глава государства. Владимир Путин поздравил всех россиян с 75-летием Победы. Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, наши уважаемые зарубежные гости, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы. Поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Победы, которая определила будущее планеты на десятилетия вперед. И навсегда осталась в истории как самая грандиозная по своему масштабу, значению и по духовной нравственной высоте. В этом году традиционные торжества в честь Победы проходят в России 24 июня. Ровно 75 лет назад, в ознаменование окончания Великой Отечественной войны, здесь, у стен Кремля, состоялся легендарный парад победителей. Этот парад остался в истории как триумф невиданной силы, как торжество добра над злом, мира над войной, жизни над смертью. От имени всех защитников Отчизны с презрением были брошены на площадь поверженных стандарта нацистов, как знак справедливого возмездия и сурового предупреждения. По Красной площади прошли сводные полки фронтов и флотов. И в их чеканном, стальном марше незримо присутствовали все, кто отважно, не жалея себя, бился за Родину, кто с победой вернулся домой. И миллионы воинов, навеки оставшихся на полях сражений. Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не пришел с войны, перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных и друзей. Скорбим о ветеранах, ушли от нас. Объявляется минута молчания.
Мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил советский народ. Миллионы людей разных национальностей из всех республик Советского Союза. На фронте, в партизанских отрядах и в подполье. Они боролись и трудились по законам мужества и единства. Отстояв свою землю, продолжали сражаться, освободили от захватчиков государства Европы, положили конец страшной трагедии Холокоста, спасли от нацизма, от его смертоносной идеологии народ Германии. И невозможно даже представить, что стало бы с миром, не стань на его защиту Красная Армия. Ее солдатам не нужны были ни война, ни другие страны, ни слава, ни почести. Они стремились добить врага, одержать победу и вернуться домой. И заплатили за свободу Европы невосполнимую цену. Многие сотни тысяч бойцов полегли на чужбине. Наш долг – помнить об этом, помнить о том, что на советский народ пришлась основная тяжесть борьбы с нацизмом. В 1941 году свыше 80% вооруженных сил Германии и ее сателлитов были сосредоточены против СССР. Но эта безжалостная армада оказалась бессильной перед сплоченностью советских граждан. Именно наш народ смог одолеть страшное, тотальное зло, разгромил более 600 дивизий врага, уничтожил 75% от общего числа самолетов, танков, артиллерийских орудий противника. И до конца, до победной точки прошел свой героический, праведный, беспредельно жертвенный путь. В этом и состоит главная, честная, незамутненная правда о войне. Мы обязаны ее и отстаивать, передать нашим детям, внукам и правнукам. Сегодняшний военный парад в честь этой священной правды, в честь выдающегося поколения победителей, которые определили исход всей Второй мировой войны. Сейчас вместе с российскими воинами пройдут в парадных расчетах представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана. Рады приветствовать наших друзей, гостей из разных стран, приехавших в Москву, чтобы отдать дань уважения всем, кто отстоял мир на планете. Мы никогда не забудем вклад наших союзников в приближение победы. Значение Второго фронта, открытого в июне 1944 года. Чтим отважных бойцов вооруженных сил всех государств антигитлеровской коалиции. Подвиг всех борцов с нацизмом, которые бесстрашно действовали в странах Европы. Мы знаем, и перед лицом тех вызовов, с которыми сталкивается сегодня планета, по-особому остро чувствуем, какая это величайшая ценность – человек. Его мечты, радости, надежды, мирная, спокойная, созидательная жизнь. Понимаем, как важно укрепление дружбы, доверия между народами и открыты для диалога и сотрудничества по самым актуальным вопросам международной. Среди них создание общей надежной системы безопасности, в которой нуждается сложный, стремительно меняющийся современный мир. Только вместе мы сможем защитить его от новых опасных угроз. Дорогие друзья, сегодня ветераны Великой Отечественной войны живут в разных странах, но невозможно разделить их единый великий подвиг спасения целых народов от гибели, варварства и порабощения. Этот подвиг безо всякого преувеличения является достоянием всего человечества. Наша благодарность вам, дорогие ветераны, безмерна. Своей жизнью, своей судьбой вы доказали, как важно уметь защищать ценности мира, гуманизма и справедливости.
Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы память о ваших героических свершениях никогда не померкла. Это долг нашей совести и нашей ответственности перед настоящим и будущим. Слава поколению, победившему нацизм! Слава героям Отечественной войны! Ура! Как и 75 лет назад, все начинается с юбилейного встречного марша. По Красной площади торжественно со скоростью 120 шагов в минуту идут лучшие представители всех видов и родов вооруженных сил России и других силовых ведомств. Парадные колонны сформированы из более чем 40 расчетов. Это и пехотинцы, летчики, моряки, инженеры, разведчики и пограничники. Дерзость, находчивость, вера в победу. Специально на парад прибыли лидеры иностранных государств. По Красной площади проходят парадные расчеты из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Узбекистана, Сербии, Монголии и еще делегации из 7 стран. Историческое событие оправдывает звание юбилейного. Под боевыми знаменами прославленных партизанских соединений и воинских частей проходит рота почетного караула вооруженных сил Республики Беларусь. 10 расчетов в военных формах времен Великой Отечественной войны. Такая историческая реконструкция проходит впервые. Вооружение пехотинцев, самозарядные карабины Симонова и винтовки Мосина, легендарные пистолеты-пулеметы Шпагина и Судаева. Механизированную часть парада открыли боевые машины времен Второй мировой войны. Порядка 30 легендарных танков Т-34. Легендарный и самый массовый танк Великой Отечественной войны. Именно эти машины добывали победу, 75-ю годовщину которой мы отмечаем теперь. На танках Т-34. За годы войны танковая армия с боями прошла от Курска до Берлина. Уничтожив более 7000 танков, самоходных орудий и бронетранспортеров. В юбилейном параде принимает участие рекордное количество военной техники – 234 боевые машины. Современные образцы следуют за историческими. Это на сегодняшний день самые современные танки в российской армии – Т-90М. На вооружение они поступили только этой весной. Благодаря своим системам защиты он может противостоять современным противотанковым средствам. И его главная особенность – во время боя танк может обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени. Но на параде его участникам приходится полагаться лишь на свое мастерство. Впрочем, движения давно отточены, готовиться к маршу начали еще весной, так что репетиций в этот раз было даже больше, чем обычно. Воздушную часть парада открывает тяжелый многоцелевой транспортный вертолет Ми-26 и Ми-8. Следом летят боевые вертолеты. Продолжает полет самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Их сменяют стратегические бомбардировщики. Над площадью столицы пролетели и пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи». Бомбардировщики Су-34, истребители Су-30СМ и Су-35С. Ведущие группы полковник Юрий Грицаенко. Несмотря на то, что 9 мая воздушная часть церемонии уже состоялась, над столицей пролетели 75 самолетов и вертолетов. Завершил воздушную часть парада пролет штурмовиков Су-25. Они окрасили небо в цвета российского флага. По традиции замыкают парадный строй воздушно-космических сил России 6 самолетов-штурмовиков Су-25БМ, расцвечивая небо столицы цветами государственного флага Российской Федерации. Завершился парад выступлением сводного оркестра, который исполнил песню «День Победы». 75 лет назад закончилась Великая Отечественная война, страшная и кровопролитная. Она унесла 27 миллионов человеческих жизней. Сегодня в этот светлый праздник, подаренный нам отважными защитниками Отечества, наши главные слова обращены к ветеранам. И все мы говорим спасибо. Спасибо за Великую Победу. Парад в этом году длился не час, как обычно, а почти 1,5 часа. Зелимхан Калоев, Новости 24.